بسم الله الرحمن الرحيم. Хвала Аллаху, который сотворил и соразмерил, установил порядок и облегчил путь. Благословение Аллаха и мир нашему пророку, который донес до общины послание своего Господа и довел до совершенства нравственные нормы. А затем: «О тот, кто устремился к знаниям, а не к потехе, проявил искренность, а не равнодушие, выбрал прямоту, а не двусмысленность, знай, Всевышний Аллах почтил своих рабов, даровав им знания, и счастлив тот, кто проявил благодарность и применил его. Как сказано в изречении: «Учитесь столько, сколько вам угодно, но не вознаградит вас Аллах за это до тех пор, пока вы не станете следовать полученным знаниям». И один из таких даров – математика, наука, которая не терпит заточения в стенах школьных кабинетов и университетских аудиторий и заставляет возвращаться к ней каждого, кто когда-то ею пренебрег. Здесь ты узнаешь, с дозволения Всевышнего, как с помощью простой школьной математики можно легко идентифицировать, а значит и сохранить от искажения, атрибут государственной важности – государственный флаг Республики Ингушетия. Я расскажу тебе о более чем 25-летней истории нестыковок и разногласий в описании, понимании и изображении нашего флага. Знай, флаг Республики Ингушетия состоит из геометрических фигур, а значит, должен быть легко воспроизводим с помощью циркуля и линейки. Использование в описании государственного флага ненаучных бытовых понятий вместо общепринятых математических терминов приводит и привело к большой путанице. Приступая к данному исследованию, я спрашиваю тебя, какая из картинок представляет флаг Республики Ингушетия? Вопрос элементарный. Однако никто еще не смог дать безупречный ответ. Некоторые аргументируют свой выбор тем, что видели по телевизору, а в лучшем случае ссылаются на закон о государственном флаге Республики Ингушетия. Этот аргумент мы и возьмем в рассмотрение, а опираться будем на обе версии упомянутого закона, уделяя большее внимание закону 99, поскольку в нем описание нынешнего флага. Итак, рассмотрим статью 1 закона 99 глазами математика.